Мабільныя групы па кантролі за ходам уборачнай працуюць у кожным раёне. У іх складзе супрацоўнікі ўпраўленняў па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі, крымінальнага вышуку, аховы правапарадку і прафілактыкі, а таксама дзяржаўтаінспекцыі. У гаспадарцы Уціўская праверка пачынаецца з правільнасці вядзення путевых листов и контрольных замеров палива у баках. Нарушений в целом на предприятии выявлено не было. Изучена техника, которая стоит на учете, как вы видели изначально, все зерноуборочные комбайны в строю. Все выехали в поля. По топливу также были проведены контрольные замеры остатков топлива. Работает все, функционирует по лимитно-заборным картам и остатка топлива фактическим в резервуаре недостачи, либо излишков топлива не обнаружено. У гаспадарцы праверка прайшла ў працоўным парадку. Усе збожжаўборачныя камбайны працуюць у полі, а дзяжурны рамонт 3 дапаможных трактароў завершыцца за некалькі дзён. Техника различная, от легковых машин до комбайнов, кормоуборочных, зерноуборочных и энергонасыщенные трактора. Если какие-то недочеты вдруг присутствуют, они происходят во время уборочной кампании, выявляются сразу и устраняются сразу. Ну, есть же разные нюансы, на которые, возможно, мы с каждодневной своим взглядом, со своей рутиной можем не замечать где-то каких-то нюансов. Ну, на то и присутствуют такие проверки. Галоўная задача мабільных груп – забеспячэнне захаванасці ўраджаю і папярэджанне безгаспадарчасці. І там, дзе прафілактыка не дапамагае, уступае ў сілу закон. С начала уборочной кампании по материалам сотрудников органов внутренних дел уже возбуждено 15 уголовных дел, в основном связанных с хищениями различных товарно-материальных ценностей. В рамках возбужденных уголовных дел, а также административных правонарушений, нарушителей изъято и возвращено в хозяйство свыше 3000 литров горюче-смазочных материалов, порядка 2,5 тонн зерна, а также иные товаро-материальные ценности. Работа мабільных груп працягнецца да завяршэння уборачнай кампаніі. Крысціна Іванушкіна, Владзіслаў Казлоў, Алеся Фетарцова, тэлерадыёкампанія «Гомель».